На монументе высечены имена сотни ингушей-защитников Отечества. 9 мая – дата, которая сплотила вокруг себя всех благодарных за мирное небо над головой потомков. В память о тех, кто сложил свою голову за отчизну и кто покоится в братских могилах, люди несут цветы. Неоценимый вклад в победу над врагом внесли представители ингушского народа. Всего на фронт в Великую Отечественную войну из Ингушетии ушли более 21 тысяч человек. Свыше 6 тысяч не вернулись. Их имена высечены на монументальных плитах мемориала памяти и славы. В 1944 году я отстранить от действующей армии указание Дарья Ерелер. Гаски фамилия Шаиш, Хашкамер фамилия Шаиш, Хаймиш, командириш, генерал, Дытва, действующей армии Дытва. Том Хавейт Хугяш, Азл Дихона, Яхади, Яханицар. Ezdilgan tsar, Yahani tsar, Dilgan tsar. Sundahçı Zil ihdul diye ehit şansa diyor. Tamriq irhaben şöyle Osmansı ehit şansa. Поздравляет всех с праздником Победы и Ася Таршхоева. Она, работая связистом в отделе милиции, в 2004 году пережила нападение боевиков. Была контужена, чудом спаслась. Женщина, сравнивая одну свою прожитую ночь под обстрелом бандитов с 4-летним периодом борьбы с фашистами, просто не может описать подвиг тех воинов. И кроме того, пользуясь случаем, женщина просит не забывать и о тех, кто прямо сейчас повторяет подвиг предков в Украине. دالشي مجز ميرشخلت از اوكراني عبا خارج تارج حال خوصم دالشي از ام دابيان مجز ميرش ابواب كانكيش مسورجي سيباخ بيج مخي دال غوز باخ مسورجي. Здесь и ветераны афганской войны, и Министерство внутренних дел, сотрудники управления Российской и Национальной гвардии, представители Горсовета, Назрани, казачества, юноармейцы и многие другие. Отдать дань уважения подвигу бесстрашных и мужественных предков меньше, чем мы можем отплатить сегодня, отмечает Урусхан Евлоев. Все горожане здесь, хотелось бы поздравить всех жителей города Назрань с таким большим праздником, с Днем Победы. Отдают дань уважения погибшим воинам и ветеранам, и самые юные. Памятной дате они посвящают стихи. Майский праздник День Победы отмечает вся страна. Надевают наши деды боевые ордена. Их с утра везет дорога на торжественный парад. И задумчиво с порога след им бабушки глядят. Нет, он навеки не умолк, он в каждом человеке. Бессмертный полк, он будет жить вовеки. Разлился он по всей стране, сильнее и тверже стали. Все те, кто пали на войне, ожили и восстали. Все те, кто пали на войне, и те, кто возвратились в одном строю, в родной стране, навек соединились, и не возьмет его прав в толк, откуда эти реки. Людей портретов — это полк, ожившим в новом веке. В нем не угас священный долг и дух неукротимый. Идет бессмертный полк по всей Руси родимой. История России знала немало войн, но самой жестокой и кровопролитной стала Великая Отечественная. За победу над нацизмом на полях сражений воевали и погибли миллионы человек. Я хотел бы поздравить от себя лично, от всего депутата городского совета, жителей города Назрани, жителей Республики Ингушетия с этим светлым праздником. Пожелать всем, в первую очередь, крепкого здоровья, уюта, тепла в доме и мирного неба. В Ингушетии из оставшихся в живых один ветеран Великой Отечественной Магомед Медаров. Тем не менее, бессмертными остаются их подвиги, которыми сегодня гордимся мы и будут помнить все последующие поколения. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.